Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в Чувашском государственном институте культуры и искусств на мастер-классе по чувашской вышивке. Мастер-класс – это одно из ряда мероприятий, которые проводит наш институт в преддверии празднования Дня чувашской вышивки. Как вы знаете, глава республики Олег Алексеевич Николаев учредил празднование Дня чувашской вышивки 26 ноября, в день рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой, советской художницы по вышивке, которая внесла огромнейший вклад по сохранению и развитию народного искусства на профессиональной основе. И мы начинаем наш мастер-класс. Я передаю слово художнику по чувашской вышивке фирмы художественных промыслов «Пахатерия» Андреевой Анастасии Вячеславовне. Васильевне. Здравствуйте, дорогие любители чувашской вышивки. Начинаем мастер-класс. Самое первое, надо создать эскиз. Рисуем вот на клеточной бумаге вот такой узор, например. Смотрите, девочки, нарисовали. Теперь берем ткань и создаем контур. Салфетки, например, мы делаем. Вот сначала делаем вот такие продежки, которые делают форму уже. Продежка делается как? Берем иголку, любой. Оставляем сантиметра 3 с края, измеряем. Вот тут я оставила уже готовые. 3 сантиметра оставляем. С двух сторон 3 сантиметра. Измеряем вот так. Где-то 3 сантиметра. Нет. И просто иголку берем. Салфетки берем. Надо для того, чтобы продежку сделать, на ткани надо выдергивать ниточки с двух сторон. Там по 3 нитки, например. Смотрите, по 3 нитки. Где-то отсюда. С одной стороны и с другой стороны. Давайте покажу. Вот. Где-то отсюда. С одной стороны и с другой стороны вытаскиваем ниточки. Покажу. Надо выдернуть. Одну нитку берем и выдергиваем, который на середине, его оставляем. То, что оторвется потом. Так, с двух сторон. Понятно, да, девочки? Аккуратно вытаскиваем. Одна остается. Да, с двух сторон. В середине которой нитка остается.
затянули. Ниточки еще подготовим, чтобы пройдешку делать. Ширину салфетки. Измеряем. Отрезаем. Плоское надо сложить, чтобы радежку хорошо видно было. Теперь то, что остается, вот одна нитка, его немножко вытягиваем уже, чтобы можно было завязать нитку, которая должна быть продернута. Завязываем. Через край. Конечно. Где наносим? Не нравится слишком. Наоборот, будет отрываться нитка. Для пройдешки нитки берем 6 ниток, которые вот 2 сложили, вот так сложим. Кропотливая работа. Надо старательно, чтобы не оборвать. Не надо вдевать иголку. Да, нет, не надо. Просто так сложили петелькой. Это очень длинная, вот так измеряем. Измеряем и так складываем. Да. Тоненько. Чуть подлиннее оставляйте, чтобы бывает, а то не хватает. Саживается. Сложили. Это надо. Берем одну ниточку, которая сейчас остается. Смотрите. Немножко подчеркиваем. Завязываем. Правильно же отделили. Это наше сложение. Узелок должен быть очень маленький, иначе нитка оборвется. Так, завязываем. И тихонько так протягиваем.
боковая. У вас как? Хорошо. С другой стороны берем ниточку, которая осталась, выдергиваем. Аккуратно, может оборваться. Потом иголкой придется. Так быстрее получается с ниткой, которую надергивать. Получается. Чтобы нитка не оторвалась, придерживаем тихонько. Делаем нитку красную. Смотрите, как получается. Правильно получается. Смотрю. Теперь вот так вытаскиваем. Не совсем, чуть-чуть, только чтобы завязать вот эту нитку, которая продергивается. Например, я приготовила 6 сейчас сложений. Подходит. Вот, смотрите. Так, привязываем. Просто ниточки. Теперь с этой стороны натаскиваем эту же нитку. Аккуратненько оттаскиваем, да. То же самое проделаем со всех сторон. Получается все концы. Хорошо.
готовить нитки сразу 4 штуки, потому что с 4 сторон надо нам продергать. Одинаковой длины отрезаем, да, и готовим уже. Такое же расстояние и с другой стороны, сколько ниточек поставить. С этой стороны. Видите? Это потом отрезаем. Аккуратно надо продернуть, чтобы разгладить, чтобы она ровная была. Стянутый будет, надо ровненько сделать. Все успеваем. Еще один секрет забыла сказать. Когда нитки выдергиваем, надо с двух сторон сразу. Тогда не запутаешься. Иначе, если неправильно нитку оставляем, продержка получается не такая крупная. Там очень мелкая получается продержка. И она смотрится плохо. Неровно. С двух сторон надо вытащить одну нитку. И уже остается середина, которая нужна нам.
вышивка очень не быстрая, поэтому разговаривать, сидеть не получается. Одежку все научились, да, петь у нас? Все видим, да, как вытаскиваем нитки с двух сторон. Если 3 нитки, оставляем одну. Если бывает 4 нитки, тогда тоже с двух сторон по одной нитке остается 2 ниточки посерединке. Если канва другая, не такая, как мы сейчас используем. Что рвется? Начинаю с конца. Можно выдергивать и поперечную, и продольную. Если вот салфетку делаем, там же в круговую нам надо. И поперечную, и продольную получается. А с краю сколько нужно, это зависит от каждого. Кто-то поменьше оставляет, кто-то побольше. По 3 сантиметра можно оставить. Или по 2 сантиметра. Если бахрому делаем, по 2 сантиметра достаточно. А если шить надо в круговую, вот, например, вот тут я прошила, можно 3 сантиметра. По 1 сантиметру складывается, потому что если бахрома, можно и 2, и 3 оставлять. Это по желанию у каждого.
Да, да. Еще чуть-чуть подлиже надо вытащить, можно зацепить. Зацепили. Зацепили и завязали. Узелок должен быть не крупный, потому что иначе не продергивается, не двигается. То, что остается белая ниточка на красной основе, его нужно удалить потом. Один угол сделали, можно, наверное, уже определиться, в каком месте хотите вы вышивку поставить. Розеточку, например. Можно посерединке, потом протяжки еще можете сделать несколько, там зеленый, желтый, можно продернуть потом, чтобы побольше было. Или посередине поставить, вот так, например, или на одном углу. Так. Сантиметр тоже надо. Уже считать нужно. Если сантиметра нету, надо будет считать, сколько ниток мы оставляем от края, от продержки. Можем сделать вот такой узор еще около продержек. Оставляем несколько сантиметра 2 от продержки, или посчитаем, сколько хотим оставить, и вышивать черной ниточкой круговую. Конечно, правильно. Можно вместо этой продержки вышить косой стежкой, вот как тут. Вот это у меня косая стежка. Она вышивается по косой, и в круговой точно так же получится узор. Уже не продержка, а вышитый узор круговой. Не обязательно продержку делать. Можно разные узоры вышить. И крестика можно сделать мудреный шов. И другие тоже можно узоры включить. Ручеек, зигзаг, как вода течет. Или узор с вилами. Вот она. Или крестик. И другие узоры можно сделать.
непрерывный крестик вот тут идет. Половина мудреного шва. Мудреный шов сразу, наверное, сложно будет. Можно крестиком. Или вот я тут сделала такой узор. Четыре нитки получается. 2 нитки берем, складываем, и 4 нитки получается. Смотря какая канва тоже. Если крупная канва, берется 6 ниток. А у нас не очень крупная канва, берем 4 нитки. 2 нити разделяем, складываем, получается 4. Приготовили черную нитку. Посчитаем, например, вот тут 10 ниток отсюда, 10 ниток отсюда, с 2 сторон 10 ниток оставляем, чтобы сделать узор. Потому что там, может, еще продюшки хотите сделать, 10 ниток оставляем. Это на ваше желание, сколько хотите оставить. Посчитаем. И берем косу, посмотрите. Цепляем вот так, она не будет выдергиваться. Есть у вас? Это удобно для начала вышивки, чтобы не выдергивалась и аккуратная была вышивка. Делать зигзаги. Сначала, чтобы зигзаг получился, в одну сторону иголкой идем. Хочу сделать тут крестик. И сделаем такой косой идет. Через одну клеточку.
этот узор сделаем сейчас. На черном. В одну сторону, когда идем, другая сторона не скрывается, потому что другой ниточкой мы обратно, когда идем, она уже закрывается. Как сделали? Ага, правильно. Можно сразу, можно на обратном пути. Тогда понятнее, наверное, легче будет. У всех получается. Можете уже попробовать на обратную сторону и создать узор. Не обязательно, да, чтобы другие швы тоже. Возьмите.
же как крестики. Начинаем. В одну сторону сначала, потом здесь у нас всегда получается. Крестики все умеют, наверное, вышивать. Ырыгун булдыр бурнеде. Эбе Никифорова Таисия Григорьевна, Свердловской области, город Каменск-Уральский. Эб хали вот похаб терленине. Эбе оставап шамра чухне. Эбе этот жигитсен вали шакым бектері терленече. Тоже шакым шиппе турцакларна. И по кайран шатла канва балан терлене. Он чухне кумбек канва пулман готовый зем, а просто полно простой это пусма. И вот я беру чине это канва шлезы хурата марчиде вот чапла паркиде сине анжах терлете. Паркиде сине терлете марчиде кайран вара унда сымах ширата марча анман мана или урок сымах сене менде бузан шапла ширза хурата марча. Вот хали ебе курапта шак мензеня заиле деп. Ага, шамбек катизм вали. Но, ага, саудага ганчухне, вот арсенсене bir шапла мензем ярзабана. Вот хали азаилеп, даже шапла этот алту-3 терлезе. Ебе хамын убушкана парленече ибрумба уже да миже херех шите жул парле булать вот январ үйхинче парле бурнапар ибер парялдан ибер ежи краянен день сене баваярин день вот ага вот пиреня клуб чувашсен клуб чувашских друзей туслых кунда Каменск-Уральскинде 2010 жылда башланна. Вот вана жыл тулдарна ятпа Пирымбатне Батырский райондан тоже килзагарыш это ансамбль балан ибер биде лайхиртердемар вот кашни халебе уже заведующий клуб за шледерами водоржол халебе уже как Сюржулутла уже слеместов, но клуб чувашских друзей ебе все равно ерце бырап. Все равно мамбада вот Цинзесен, мамбада Челябинский день, Тюмень день и Екатеринбург-ран, Бирмбада Килеща. А вот столетие я тебе лень, чуваши, иртересен чабиде бызык праздник, но пулмары хальку коронавирус была. И бирна иртермеремер. Но и бир только на отложили, как только май булать, и бирна все равно иртерепер. И бир уже пурде хадер бирен. Все сценарий земензем вещь хадерлизе гуна, но все равно пурнеде ебе кетедеп. Все равно думаю, что возем килесе бирен батне. Давда бусь. Давда бусь сире халасы баныш идематур мешкетер. Сыйлық бұл дұршағын текстімен. Ага. Давда бусь сире. Давда бусь. Ой. Хаття незем үчкілік түрлеме құнықтарынан. Шамбек түрлеме врентне. Үттеалыш недет ма врентне. Айшамбек земытларақ телефонға компьютер земжінде. Шамба берін. Оставап этот, если Аллах уже ежептеп ма мендуна время и все терлемейлар, но ведь калача если приданный негат приготовишь, терлезе хадерлемезин сана негам да качель мест детиш. Ну, вот, шапла шамбек вара, терлене де, цендерне де сихна, шамбек. Ага, ладно, давай, давда бусь. А канцелеместер? А? Давда бусь?
Еп канжерде пөл, может, хизем Чукшу када әзірлеместер. Биде лайық вот халя ебе азай курапта мендонизе. Ну вот кумбек вот халь ктардаще. Кумбек, конечно, мендуман унчухне. Только вот херринтен шабек щипине турчагларна аствап. И кайраны менжине, простой материал зине, канва мендуза, шелезе, канва зине терлене. Вот чакнаства беда. А вот хали вот кумбек мендваще прям кунда канва мендуза хумаламар, шелезе хумаламар, сразу уже шан жинчех терлеме булат. Пидя, Бега хаббиде. ага, пидя анзат кумбек. Зат. Анзат, ага. Пидя анзат. Пидя лайых. Халь кумбек мне, ебе даже тогда, значит, ебе руководитель клуба чувашских друзей Туслах, районда, да, и Хуларада. Вот он, да, хали ебе кумбек мензене, это значит, ктартма булдарап мастер-класс. Тоже, чтоб время мешкен. Және шешамбек халық сен юлдашлық шүртінде де нумай болмас. Тел болып болса еттірі терлерін район сен деньги де шүн жоқне. Шамбек Чуваш республики бе тур район сен деньги пуштарын жеш болмала бара. Тваты секеде бір ішлерін бар. Салфет кізем дұрыш қашне бұрге дұзап керзе. Шамбек самай брензе кайреш кожезем малдан тытса да бурман кезе калашреш. Дедытман кеше вот халь терлес кезе кайрете кезе бренес келет кезе калашреш. Пиделая, конечно, пиделая. Самай брензеш ларзан терлеме бреме булат. Кона да ташлама бреме булат кешеге терлеме булат ех. Шапла. Конечно, сямрак сененде, конечно, кунда ведь мәнгерле куш, лайх пахмала курмала, что если ведя мәндек, сямрак сене врентмелегна, конечно, сямрак сем. Халь ялда да, наверное, этот умбек ихтерлемеши буль. Ну, Нет, не прежде уже у нас зигзаг получается. Смотрите. Такой зигзаг получается. Можно вот эти галочки сделать и протекать галочкой. Еще другие узоры, наверное, за это время могу показать остальные. Узоры с белыми. С таким узором тоже можно украсить салфеточку рукавную. Красной ниткой вышить такой узор. Вместе.
узор с вилами. Также начинаем. С петелькой, чтобы она была, потому что тут некуда прятать ниточку. Через 2 ниточки покажу, чтобы крупнее видно было. Нити. Не обязательно только мулине. Можно разными. И шерстяные, и шелковые можно использовать. Это на ваше усмотрение, на ваше желание. Тут, чтобы узор получился, считать надо, в какую сторону идти, что хотите вышивать. У меня получилось уже вот этот узор. Узор с вилами CQP. То, что не закрывается, полоска, шов идет, это закрывается на обратном, когда идешь уже в обратную сторону. Лишь поставить. Один шов научишься, уже дальше пойдет работа. Поближе поставить, чтобы подальше. Можно обратно. И уже вот эти зигзаги создавайте. По счету оставляйте по 2 или по 3. Тут у меня по 3 я оставила. Смотрите, сначала я и пошла в обратную сторону уже. Это закрывается. Если я вот так сделала, то мне надо полностью весь. Да, этот узор уже получается. Хорошо.
получился. Получается. Уже получился немножко. Я вышила вот такой узор. Это узор сурбана. Как качество. Очень интересный шов тоже. Тут можно добавить еще узоры. Например. Вот здесь можно квадратик поставить. Можно вот тут поставить. Узор. Именно узор сурбана. Мы создаем сейчас узор сурбан, который посвящен столетию чувашской автономии. Сейчас на фабрике по Хатыре его шьют уже. Со всех районов привезли. Каждый район вышил свой узор. И мы разложили и соединяем, создаем 6 метров, получается, сурбан. Будет на открытии 26-го. Тогда можно увидеть этот сурбан. Вопрос. Каким образом прячется хвостик, когда закончен рисунок? Или если закончилось? Это можно прятать как? Например, закончилась нитка. Так, где показать? Когда вот такие швы делаем, просто несколько раз прокладываем в обратную сторону и отрезаем. Она не будет распускаться. В обратную сторону идем и с изнанки отрезаем. Не будет торчать, не будет распускаться. А когда начинаем без петель узор, например, вот такой узор, мы прячем уже. Так, в другом месте покажу. Вот, я начинаю узор, например, вот.
Несколько ниточек вот так прокладываем и начинаем вышивать. Вот, это спрятали. Теперь дальше вышиваем. Сначала маленький стежок, потом уже побольше, который идет уже по косой стежке. И прячется под вышивку. Так. Она закрылась. Узор вышиваем. Закончили, например. Вот. Конец прячем также под вышивку. Прокладываем. Под нитками пройдет эта иголка. И конец отрезается уже вот так. Все, нитка спряталась. Она не распускается. И узелка нету сзади. И хорошо спрятана. И не распускается. Да, на канве. Ага. Сурбан, это вышивка, узор сурбана вышита на канве тоже. Изнанка чистая, никаких узелков, никаких кончиков. Вот она. Можно по миллиметр, на миллиметровке нарисовать или на клеточке, на тетради в клеточку. Видите? Да, это идет как первый этап, когда создаешь узор. Разные швы. Можно найти в книгах, разных книгах. Вот, например, такая книжка Чуваш-3 азбуки, азбука чувашской вышивки. Она продается уже в магазинах разных. Это автор проекта Михайлова и Платонова. Консультант Жачева, кстати. Вот она отпечатана в ПК Чуваши, продается в книжных магазинах. Есть другие, у Жачевой много книг, несколько книг с такими, очень хорошо можно по ним учиться, вышивать. Есть еще другие книги. Еще можно посмотреть в книжных магазинах. На сурбан нет. Это вышивается очень чисто и без узелков, поэтому она подклада нету. С двух сторон у нас видно должна быть. Это просто образец у меня. И поэтому только на кусочки надо брать столько, сколько нужно. Например, 50 сантиметров. И полоски создаются уже по желанию.
Или по старинным сурбанам можно посмотреть и вышить. Я эту вышивку взяла из старинного сурбана, который у меня хранится. Это шовка качество получается у меня, и она очень хорошо и красиво получается. Аккуратно получается. На тетради можно все это нарисовать. Что хотим решить. Все успеете, девочки. Хорошо. Можно, наверное, другой шов научиться, потому что время идет. Давайте косую стежку научимся вышивать. Косую стежку. Да? Вот этот узор можно сделать вот. Просто вот этот вестник. Чтобы берите красную нитку. Тоже можно вот отсюда. Наверное. Да? 4 нитки удобнее вышивать. Можно зеленую ниточку, наверное, вот как тут посерединке. Сначала серединку сделаем, потом уже красную. Или черной ниткой по контуру сделать надо, наверное, сначала, чтобы вам удобнее было, да. Потому что я сама-то сначала внутренние вышиваю, то что узор уже красил, потом уже черной ниткой. Также считаем по нитке, вставляем сантиметра 4 и на углу вышивать 4-5 сантиметров, чтобы место было. Это надо считать. Даже можно вот отсюда посчитать с угла вот так по косой посчитать. Где-то сантиметра 5, это где-то будет 30 клеток будет, наверное, это. И будем вышивать уже это. Сначала квадратик сделаем по
взять, чтобы для зеленого узора было. Это потом прячем. Тоже прятать можно это под зеленой ниточкой. Так оставляем. Начинаем вышивать. Она потом прячется. То есть на пацане не должно быть. Не должно быть. Четыре клеточки. Три, наверное, маленькие будет. Узор. Я взяла 5 ниточек. Квадратик получается. Квадратик. Потом в обратную сторону идем. Уже можно подойти. Сделать. Когда обратно идем. Идем уже для розетки тоже рисуем. Тут надо считать постоянно, надо считать, смотреть, считать. Я опять взяла
нормально, не обязательно рассказать. Конечно. Тоже побольше беру, потому что очень маленькая канва, мелкая канва. Чуть побольше хочется. Я спрятала под будущую зеленую клеточку квадратик. Так. Потом она закроется, потому что еще вопросы. У вас сегодня открытие выставки в Музее чувашской вышивки. Расскажите, пожалуйста, о вашей выставке. Сегодня открытие выставки и Симаковой открывается выставка, и Бахадире тоже. Это посвящено тоже столетию чувашской автономии. Там наши работы, скатерти, салфетки, полотенца и одежда, шубры, платья, женские, мужские изделия и детские, и для взрослых, и для детских. Открытие в 4 часа, в 16 часов получается. Еще там будет открыта выставка детских изделий, которые участвовали в конкурсе. Детский конкурс у нас проходил уже 10 лет. 10 лет. Каждый год мы проводили, очень из разных регионов приезжали тоже. И очень много детей участвовало, больше 200 детей тоже было. И они получали огромное удовольствие от того, что участвуют в этом конкурсе. Мы им давали еще подарки за то, что участвовали. И они учились именно вышивать, изучали чувашскую вышивку. Это самое главное, наверное. Дети приходили на фабрику даже, чтобы учиться вышивать. Там проводила мастер-класс тоже, с ними сидела. Одна девочка приходила даже в 30-градусный мороз. Как ее отпустили родители, это было очень интересно. Вот маленький ребенок, она так хотела научиться вышивать, что приходила в такой мороз. Она сделала куклу, платье сделала для куклы, вышивала. Самые простые узоры, но очень интересно, что она вот так старалась.
Что непонятно, спрашиваете? Схема там другой узор. Можете и другую вышивку сделать. Вот это хотите посмотреть? Наша чувашская вышивка известна во многих странах, потому что раньше же богатыря очень много отправляла нашу вышивку в разные страны. И она любима была с многими людьми. На выставках, очень многих выставках участвовала наша чувашская вышивка. Я сама ездила в Японию, в Токио, на международный фестиваль российской культуры в Токио. Вот. Интересовались очень, как же это вышивается и как красиво получается, и изнанка, и лицо. Вот это было им очень интересно. Я им показывала, как это вышивается, удивлялись, что это так можно. Была в Мексике, Нью-Мексико, в городе Санта-Фе. Там международная выставка проходит тоже. Каждый год проходит. И там участвуют со многих стран. Разные искусства показывают. И вышивка, и качество, плетение, ковры. Все, что умеет народ делать, все показывает. То, что руками делается, это не забывается, наверное, никогда. Потому что от души это все делается. Если не хочется вышивать, не вышиваешь. Только когда хочется. И это уходит от души. Свое народное искусство не забывают. Везде сохраняют, развивают дальше. Мы в детстве вышивали с сестрами вместе, сидели с тетями. Они нас учили, как это все вышивается. На фабрику богатыря я пришла молодой девушкой тоже над качеством. Мне Катя очень было интересно вышивать, потому что думала, умею, надо научиться ткать. Вот все равно потом пришла на вышивку уже. Дальше продолжаю работать по вышивке. И дома вышиваю. Иногда хочется сидеть, вышивать себя. Знали?
такая работа, да. Устает спина, устает, глаза устают. Можно и на пальцах, и руками точно так же. Некоторые, я вижу, очень много вышивают просто без пялец. Руками, на руках же. Есть большие пяльцы, которые большие изделия можно вышивать на них. Профессионально уже. Все зависит, да, от объема работы. Но маленькие пяльцы тоже можно вышивать и создать большую работу. Маленькие пяльцы тоже. На пяльцы хорошо натягивается и более гладкой получается вышивка. Могу показать. Работа у меня вышла. Сейчас. Этих тоже можно. Тут начала вышивать скатерть. Дальше можем учиться уже в следующий раз. Косую стежку можно было еще чуть-чуть показать. Вот уже один лепесток сделала, я вам покажу, как это сшивается уже внутри. Я прячу. Это очень толсто. Где у меня потоньше ниточка? Прячу под нитками. Начинаю сшивать. Вот. Застежка. Две нитки сверху, снизу одну нитку берем. Обычные вышивальные нитки, которые под большим ушком удобно девать ниточку. Если толстая нитка нужна, конечно, ушко должно быть побольше. Вышивальные нитки, иголки. Обычно номер 4, номер 3, они хорошие. Именно для вышивки. Сойдет? Две нитки сверху, а снизу одну нитку. Заполняется таким образом.
Получается. Без ошибок никак. Когда косую стежку делаем, всегда 2 нитки сверху вперед, а снизу 1 нитку. И снизу 1 нитку. Склоняем узор. Закончим. Молодцы, девочки. Очень старайтесь. Наверное, на этом закончим сегодняшний урок. Вам понравилось вышивать? Очень понравилось, очень хорошо объясняете. Спасибо большое за мастер-класс. Нам очень понравилось. Ну, я говорю за всех, наверное, за себя. Вы очень хорошо объясняете. Вот, понятно и, да, подробно. И это заинтересовывает еще больше на дальнейшую работу. Вот, спасибо большое. Спасибо. Я тоже хочу выразить благодарность вам огромную. Чувашская вышивка, она очень сложна, но понятна. Можно научиться даже тому, кто никогда не вышивал. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Хорошо. Ну, дальше, наверное, будете продолжать вышивать. Это очень заинтересовало, да, я в дальнейшем хочу продолжить. Возьму книжки, которые вы порекомендовали даже. Вот. Спасибо большое еще раз.